Поистине хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах ведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварищей, который превыше того, чтобы иметь себе равного или подобного себе. Я также свидетельствую то, что Мухаммад его раб и посланник, его избранник и любимец, ответственный за его откровение. Его Господь отправил его в качестве милости для миров и довода для всех рабов. Посредством него Аллах направил на прямой путь из заблуждения, просветил из невежества, даровал многочисленность после малочисленности, обогатил после бедности и оставил нас на белой дороге, чья ночь подобна дню, и сбиться с нее может только погибший. И да пребудут благословения Аллаха над ним, над его благородным семейством и благословенными сподвижниками до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание. И да пребудет над ними всеми мир. А затем верующие братья. Всевышний Аллах отправлял всех своих посланников, чтобы они закрепляли благо среди людей и распространяли единобожие, чтобы боролись с ширком и идолопоклонничеством. Всевышний Аллах сделал всех этих посланников на одной религии. Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме меня, поклоняйтесь же мне». Аллах сделал так, что все посланники призывали свои народы к единобожию и оставлению ширка. Всевышний Аллах разъяснил в своей великой книге, что победа всегда будет за этими посланниками, как сказал Аллах, и нашим долгом было помогать верующим. Аллах также сказал: когда же посланники приходили в отчаяние и полагали, что их отвергли, к ним приходила наша помощь, и спасались те, кого мы хотели спасти. Всевышний Аллах сказал, упоминая свою помощь и защиту верующих: «Воистину Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину Аллах не любит неблагодарных изменников». Всевышний Аллах сделал так, что этот принцип был в ходу у всех посланников. Будь то посланники, отправленные к Бану Исраиль, или же Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, всегда прививал своим сподвижникам этот принцип, даже когда они находились в самых непростых ситуациях. Даже в самых тяжких ситуациях и положениях он, да благословит его Аллах и приветствует, обучал их и напоминал, что победа будет за исламом. Не посмотришь ли ты на него, да благословит его Аллах и приветствует, когда он сел однажды, облокотившись на свой плащ под тенью Каабы? В это время его сподвижники подвергались истязаниям. Мушрики мучили Биляля, Хаббаба и других. Однажды Хаббаб ускользнул от своих мучителей и пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. И мусульман тогда было мало, возможно, не больше 10 или 15 человек. Хаббаб пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, не сделаешь ли ты дуа, чтобы Аллах помог нам?» И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся, а затем сказал: «О Хаббаб, среди живших до вас было так, что человека хватали, приносили пилу, клали ему на голову и распиливали его надвое. Но это не могло заставить его отречься от своей религии. Бывало так, что человека раздирали железными гребнями, отделявшими мясо от костей или нервов. Но и это не могло заставить его отречься от своей религии. О Хаббаб, клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведет это дело к завершению. Аллах приведет это дело к завершению, даже если тебя будут истязать. Он завершит это дело, даже если меня будут называть сумасшедшим, колдуном, прорицателем и лжецом. Он завершит это дело, даже если кафиры везде будут причинять мне страдания. Он завершит это дело, даже если я буду делать земной поклон у Каабы, и мне на голову кинут плотную оболочку от верблюдицы, и убрать ее от меня осмелится только моя маленькая дочь Фатима. Он завершит это дело, даже если Биляля будут истязать, Сумейю мучить, Аммара пытать. Все они будут подвергаться мучениям. Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был уверен, что Всевышний Аллах приведет это дело к завершению. Он сказал: «Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведет это дело к завершению, то есть распространит ислам. И будет так, что всадник, направляющийся из Саны в Хадрамаут, не станет бояться никого, кроме Аллаха, или нападения волка на своих овец». Затем он сказал: «Но вы слишком торопитесь, Пребывая в столь мрачном положении, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объяснял своим сподвижникам, что ислам – это то, что Всевышний Аллах предопределил для мира, для всего земного шара, и он распространится повсюду, где день сменяется ночью. Видел ли ты его? Да благословит его Аллах и приветствует, когда он находился в Медине. Внезапно до него доходит весть, что мушрики собрали против
против него более 10 тысяч воинов, чтобы всем вместе сразиться против него в Медине. Тогда он, саллаллаху алейхи вассалям, советуется со своими сподвижниками, и они решают вырыть ров. Сподвижники начинают копать ров. И это примитивная мера. Но у них не было другого выбора. Те 10 тысяч уже вооружились с головы до ног. А у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Медине было мало людей и снаряжения. Сподвижники начали копать. Им попался очень крепкий, непробиваемый кусок скалы. Сподвижники сказали: «О посланник Аллаха, копая ров, мы наткнулись на очень твердый кусок скалы, который не берут наши кирки». Он ответил им: «Я сейчас спущусь». Так говорится в хадисе от Сахля ибн Саада у Аль-Бухари. И подобное также приводится в хадисе от Джабира. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спускается и берет топор. Джабир говорит: «Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднял свои руки, его плащ поднялся, и я увидел, что у него на животе привязан камень от сильного голода. Вместе с этим голодом, усталостью, трудностями, страхом, малочисленностью. Когда он ударил по скале, посыпали искры, и он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Аллаху Акбар. Он не сказал, что ему будут даны ключи Мекки, что он победит курайшитов, или что ему будут даны ключи от Хейбара, ключи от Бахрейна, района Ихсы, и эти земли были рядом, и от Ямамы, и от Неджда. Нет, он сказал: Аллаху Акбар, мне были даны ключи от Шама. Шам в то время обладал практически непобедимой силой. И когда в конце своей жизни пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил туда 3000 муджахидов, которые сразились в битве при Му'те, Ираклий собрал против них 200 тысяч воинов, которые должны были дать отпор мусульманам. И это еще не считая тех воинов, которые остались при нем. Шам обладал особым величием, силой, подготовкой и многочисленностью. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находясь в окружении своих малочисленных сподвижников, с полной убежденностью сказал, что этой религии будет дарована победа. Он, да пребудут над ним благословение и мир от моего Господа, сказал: мне были дарованы ключи Шама. Затем он ударил еще раз и сказал: мне были дарованы ключи персов. Что касается лицемеров, то они переглядывались между собой, как это происходит в наше время с некоторыми людьми, у которых вера слаба. Или, возможно, они лицемеры нашего времени. Это некоторые из тех, кто пишет в газетах, или другие, которые вселяют сомнения в то, что ислам победит. Если ты приведешь им хадисы и аяты, указывающие на победу ислама, они начинают сравнивать собственные силы и подготовку мусульман и говорить: у нас нет ядерных бомб или атомных бомб, у нас нет реакторов. Мы покупаем наши самолеты, наши танки и оружие у них. Так как мы можем победить? Именно такие принципы и аналогии приводили те первые лицемеры. Абдулла ибн Убей ибн Салюль и его сторонники. Лицемеры начали говорить друг другу: удивительно, мы сейчас не чувствуем себя в безопасности, когда ходим, чтобы справлять нужду, а он обещает нам сокровища Хасроя и Цезаря. Что касается верующих, то они сказали: это то, что обещал нам Аллах и его посланник. Аллах и его посланник сказали правду. Это приумножило в них лишь веру и покорность. Затем он, да благословит его Аллах и приветствует, бьет по камню в 3-й раз и говорит: Аллаху Акбар, мне были дарованы ключи Йемена. Клянусь Аллахом, я сейчас вижу ворота Саны отсюда. И вот проходят годы, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, так и не увидел завоевания Шама, не увидел завоевания Персии, не увидел, как был завоеван Йемен и Египет. Он, да благословит его Аллах и приветствует, перешел со своей душой к своему Создателю и умер, да пребудет над ним благословение моего Господа, будучи полностью убежденным в том, что власть его уммы достигнет тех земель, о которых Всевышний Аллах сообщил ему, и что Всевышний Аллах ведет их под правление ислама. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сидел вместе со своими сподвижниками, которые также были уверены, что ислам победит. В хадисе, который приводится у имама Муслима от Абдуллы ибн Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом, говорится: мы сидели вокруг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и один человек спросил его. Он сказал: о посланник Аллаха, послушай, что спрашивали сподвижники, и как их вопросы свидетельствовали об их убежденности в том, что ислам – это религия истины, и то, что он победит. Он сказал: о посланник Аллаха, какой город будет завоеван первым? Константинополь или Румия? Константинополь – это сегодняшний Стамбул, а Румия – это Рим. Оба они принадлежали тогда христианам. Первый одной группе христиан, а второй другой.
Они были основой христианства. Оттуда распространялось христианство, и в них была его сила. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отвечал, восприняв этот вопрос со всей убежденностью. Он не сказал, почему ты задаешь такой вопрос? Разве это возможно, чтобы мы завоевали какой-либо из этих двух городов, когда мы сами и шагу не можем спокойно ступить из Медины? Чтобы не пришли разбойники и грабители из числа Курейша и других племен? Нет. Он, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал этого, когда его спросили, какой город будет завоеван первым. Константинополь или Рим? Он, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, город Ираклия будет завоеван первым, то есть Константинополь. И вот Константинополь завоевывается спустя сотни лет после его смерти, саллиллаху алейхи вассалям. И клянусь Аллахом, мусульмане также завоюют и Рим, как об этом сообщил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал, поистине, Аллах расстелил передо мною землю, и я увидел ее от востока до запада. Аллах расстелил передо мною землю, и я увидел ее от востока до запада. И моя умма получит власть. Он не сказал «моя религия» или «религия моей уммы». А то кто-то может сказать, что религия была донесена до них через записи, переведенные и дублированные диски, через спутниковые каналы. Нет, он говорит, поистине моя умма получит власть над территорией, которая была мне показана. Он, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал, обрадуйте эту умму, обрадуй эту умму, обрадуй умму величием, возвышенностью и укреплением. Он, да пребудет над ним, благословение моего Господа, сказал, эта религия непременно распространится повсюду, где день сменяется ночью. Аллах не оставит ни одного дома, ни в городах, ни в пустыне, в который он не принес бы эту религию, либо с величием, либо с униженностью. Величием Аллах возвеличивает ислам, а униженностью унижает многобожие. О мусульмане, как же мы нуждаемся в том, чтобы поднимать эти вопросы сегодня, в нашей реальности, когда мы оглядываемся по сторонам и видим войны против мусульман, видим конфликты между мусульманами, видим кафиров, которые правят миром и ведут себя так, будто бы один из них – отец исламских стран. Когда происходит какая-то беда, демонстрация или проблема в одной из стран ислама, мусульмане не обращаются к какому-либо мусульманскому правителю, чтобы он посмотрел на них и решил их проблему, или сказал, чем он сможет им помочь. Нет. К сожалению, их взгляды обращаются к Обаме, Саркози и другим кафирским именам. Иногда нам кажется, что мы видим такую реальность. Нам кажется, что куфр уже победил ислам, и что ислам самоуничтожился, и что мы живем в ахир-замане, когда люди почти не знают намаза, уразы и милостыни. Нет, Всевышний Аллах пообещал верующим победу. Всевышний Аллах сказал, «Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями». Аллах также сказал, «Они хотят погасить свет Аллаха своими ртами, но Аллах сохранит свой свет». Всевышний Аллах сказал, «Они хотят потушить свет Аллаха своими устами, но Аллах не допустит этого и завершит распространение своего света». Во многих хадисах пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщает нам о событиях, которые будут в ахир-замане, в том числе в хадисе, который приводится у Муслима. «Однажды вы заключите с румами мирное соглашение. Вы будете сражаться с общим врагом и убьете их. И один человек из румов поднимет крест и скажет, победил крест. К нему подойдет мусульманин, возьмет крест, разобьет его и скажет, ты солгал, наоборот, это Аллах победил». Он сказал, и группа людей подойдет к этому мусульманину и убьет его, а потом группа мусульман подойдет и убьет их. И так они договорятся о битве. Две армии, мусульманская и христианская, которые до этого бились с общим, третьим врагом, договорятся о войне между ними. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «И румы соберутся против вас под 80 знаменами. Под каждым знаменем будет 12 тысяч, то есть всего их будет 960 тысяч». Он сказал, «И мусульмане будут сражаться с ними и убьют их». Это указывает на то, что они будут менее сильными, чем сейчас. Они будут разобщенными, и их дружба превратится во вражду. И их сейчас много, но будет меньше, и они будут слабее и униженнее. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о сражении мусульман с евреями и сказал, «Час не наступит,
пока мусульмане не сразятся с иудеями и убьют их. Так что даже деревья и камни будут говорить: «О мусульманин, о раб Аллаха, за мной иудей, приди и убей его». И только дерево, гаркад, будет молчать. Поистине это дерево иудеев. Как это приводится в двух сахихах. В версии этого хадиса, в муснаде имама Ахмада, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Вы будете сражаться с иудеями на реке Иордан. Вы будете на восточном берегу, а не на западном». Передатчик говорит: «В тот день я не знал, где Иордан. Я тогда не знал, где Иордан, и они называли всю ту территорию Шамом, и не делили ее на Иорданию, Ливан, Палестину, Сирию и так далее. Они говорили: я изначально не знал, где эта земля, которая называется Иорданией. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, называет ее по имени и говорит: вы будете сражаться с иудеями на реке Иордан. Я лично сходил к реке Иордан, и эта река текла продольно между севером и югом. И какое-то время назад она высохла, так что Иорданская равнина стала лишенной растительности землей. После того, как раньше эта река была гораздо более полноводной. И вдруг действительно, с восточной стороны, и мусульмане будут с востока, как сказано в хадисе, оказалась Иордания, и за ней земли мусульман. А на западном береге находится ныне оккупированная Израилем Палестина. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес те слова в свое время, когда евреи в принципе не имели власти в Шаме. У них не было единства и господства в Шаме. Они находились в руках Ираклия, который унижал евреев и убивал их. Но они продолжали собираться в течение долгих лет, чтобы осуществить те пророческие слова Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Этот хадис придумал не я, не Аль-Бухари и не Муслим, не имам Ахмад. Это слова того, который не говорит по прихоти. Всевышний Аллах сказал: если бы он приписал нам некоторые слова, то мы схватили бы его за правую руку или схватили бы его крепко, а потом перерезали бы ему аорту, и никто из вас не избавил бы его. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не лгал. Он сообщал о сокровенном знании, знание, которое дал ему Всевышний Аллах. Поэтому, уважаемые братья, человеку нужно продолжать крепко придерживаться своей религии и проявлять стойкость в ней. Всевышний Аллах сказал: «Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины». Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины. Уповай на Аллаха, призывай к своей религии, сражайся ради нее, жертвуй своим имуществом и душой, расставайся со своей семьей, трудись ради этой религии. Ты не на какой-то расшатанной религии, на сомнительной религии, на слабой религии. Уповай на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины. Когда пророка, да благословит его Аллах и приветствует, притесняли, его народ был против него. Он словно хотел, чтобы победа пришла побыстрее. Тогда Всевышний Аллах сказал ему: «До тебя посланников также считали лжецами. Ты не первый, кого считают лжецом. Ты не первый, чью религию поносят. Ты не первый, над кем надсмехаются. Нет. Таково установление Аллаха в жизни. Между истиной и ложью ведется война. До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их так называли и обижали, пока не являлась к ним наша помощь». Затем Аллах сказал: «Никто не исказит слов Аллаха». То есть предопределение Аллаха, Его власть, Его книгу. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках. Затем Аллах сказал: если тебя тяготит их отвращение, то есть если ты не можешь проявлять терпение в донесении послания, не можешь терпеть, как твой народ не верит тебе, если тебя тяготит их отвращение, то если ты сможешь отыскать проход в земле, чтобы получить помощь, если ты сможешь отыскать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамение. После этого он сказал: если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути, посему не будь одним из невежд. Отвечают только те, кто внимает, а мертвых Аллах воскресит. В этих аятах Всевышний Аллах объяснил, что посланников уже считали лжецами, но в итоге именно они вышли победителями. Как сказал Ираклий Абу Суфьяну, когда пророк, да пребудут над ним мир и благословение от моего Господа, отправил послание к Ираклию, призывая его к исламу. Когда это послание достигло Ираклия, он созвал своих патриархов, после чего сказал: «Найдите мне какого-нибудь араба в Шаме, чтобы мы спросили его об этом пророке». Когда к нему привели Абу Суфьяна, и это было еще до того, как Абу Суфьян, да будет доволен им Аллах, принял ислам, на тот момент он был мушриком и воевал с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он предстал перед Ираклием, он задал ему несколько вопросов. И в том числе он сказал: «За ним следуют слабые люди или благородные?» Абу Суфьян ответил: «Слабые». Ираклий сказал: «Такими же были и последователи посланников». Затем Ираклий сказал ему:
сражались ли вы с ним? Он ответил «да». Ираклий спросил: «Как проходили ваши сражения?» Абу Суфьян ответил: «То мы побеждали его, то он нас». Они сражались с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в битве при Бадре, и он победил их. Затем в битве при Ухуде куффары победили. И поэтому он сказал, что то они побеждают, то он их. Ираклий сказал: «Так же было и у посланников, но в итоге победа оставалась за ними». Этот хадис приводится у Аль-Бухари. Это были слова христианина. И Ираклий умер, оставаясь христианином. Но он знал о том, что происходило с предыдущими посланниками, знал о своей религии. Поэтому, когда ему сказали, то мы побеждаем его, то он нас, он ответил: «Так же было и с посланниками», пока в конце концов победа не была за ними. Пусть же убежденность этого кафира в победе ислама не будет больше, чем убежденность в этом сегодняшних мусульман. Мы просим Всевышнего Аллаха увеличить в нашей умме стойкость в его религии. О Аллах, о изменяющие сердца, укрепи наши сердца на твоей религии. О Аллах, изменяющие сердца, укрепи наши сердца на твоей религии. О Аллах, изменяющие сердца, укрепи наши сердца в твоей религии. О Аллах, используй нас в повиновении тебе. О обладатель величия и великодушия. На этом я заканчиваю и прошу прощения у Всевышнего Аллаха для себя и для вас от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним, воистину он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за Его милость и благодарность Ему за дарование им успеха. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, возвеличивая Его положение. Также я свидетельствую то, что Мухаммад Его раб и посланник, призывающий к Его довольству. Да благословит Аллах и приветствует Его семью, друзей и любимых Ему людей, а также тех, кто пойдет по их пути и последует по их следам, и их сунни вплоть до судного дня. А затем, братья-мусульмане, кто посмотрит на распространение ислама сегодня, обнаружит, что в течение последних 20 или 30 лет он распространялся гораздо сильнее, чем раньше, в течение 100 последних лет, или еще раньше. Если ты посмотришь на то, как он распространяется в Европе, или на то, как сегодняшние мусульмане используют современные средства информации, распространяя ислам, ты увидишь нечто удивительное. Посмотри на частные фирмы, которые считают количество зрителей на спутниковых каналах. И увидишь, что согласно их статистике, у исламских каналов, как арабских, так и неарабских, зрителей гораздо больше, чем у каналов, специализирующихся на песнях или чем-то еще. Даже если 3 или 4 или 10 музыкальных каналов выбиваются вперед. Я сейчас говорю более чем о 600 арабских каналов. Ты увидишь, что исламские каналы всегда в первых 50-ках или среди первых 70 каналов из этих 600. Это указывает на то, что люди хотят ислам и смотрят их. Посмотри на исламские сайты. Зайди на некоторые сайты с песнями и музыкой, развратом и нечестием, и ты увидишь, что количество их посетителей за день не превышает иногда и 10 человек, чуть больше или меньше. Если же ты зайдешь на исламские сайты, ты увидишь, что их ежедневно посещают 1000 людей. Некоторые сайты, возможно, посещают 500 миллионов или 600 миллионов за один год. Все это указывает на то, что люди на самом деле хотят ислам. Ты можешь увидеть нечто удивительное и в спросе немусульманина на ислам. Я изучал некоторые официальные государственные статистики, которые говорили о распространении ислама в Европе, и увидел удивительную вещь. В Германии каждые 2 часа один коренной немец принимает ислам. Это государственная статистика. В Италии каждый год выдают 100 новых разрешений на открытие новых молелен. И эта молельня бывает в виде мечети, что редко. Или это квартира, которую превращают в молельню, депо или магазин. Главное, что число этих молелен возрастает с каждым годом. В Бельгии государственная статистика гласит, что в 2025 году ислам будет религией номер 1 в стране. А имя Мухаммад, да благословит Аллах и приветствует нашего пророка, это самое частое имя, которым называют новорожденных в Бельгии. Подобное ты можешь сказать и о Дании. В течение прошлых лет, после карикатур, которые нарисовал этот заблудший нечестивец, показав пророка, да благословит его Аллах и приветствует так, как не надлежит. И это никак не повредит пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Эта государственная официальная статистика гласит, что в том году 5000 датчан вошли в ислам.
Если разделить 5000 на 365 дней, чтобы посчитать, сколько человек в среднем принимало ислам, ежедневно получится примерно 17 человек. Каждый день заходили в ислам. То есть примерно каждые 1,5 часа появлялся новый мусульманин, после того, как были нарисованы те карикатуры. В следующем году новообращенных мусульман опять было 5000. В третьем году тоже 5000. И я уверен в этой статистике. Это государственная статистика, и вы можете найти ее на интернет-сайтах. Примерно столько же людей принимает ислам во Франции. Я даже читал об одном немецком священнике, который пытался бороться с распространением ислама или ограничить свободу для мусульман, но не смог. Тогда он поднялся на одну церковь, облил себя бензином и поджег сам себя, выступая против того, что государство разрешает мусульманам свободно призывать к исламу и молиться в мечетях. Всевышний Аллах предопределил ислам на земле. Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины. Мы восхваляем Аллаха за то, что не родились там, где на шею вешают крест и говорят, что Аллах – это один из Троицы. Не родились, говорят, что Узейр – сын Аллаха. Не родились, совершая земной поклон перед идолом или коровой. Не поклонялись истуканам. Мы воздаем хвалу Всевышнему Аллаху за то, что мы родились в исламе. Мы просим Всевышнего Аллаха умертвить нас на нем. Мы просим Аллаха укрепить нас на нашей религии до самой смерти. О Аллах, о изменяющие сердца, укрепи наши сердца на повиновении Тебе. О Аллах, о изменяющие сердца, укрепи наши сердца на повиновении Тебе. О Аллах, о изменяющие сердца, укрепи наши сердца на повиновении Тебе, о обладатель величия и великодушия. Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных. О Аллах, объедини мусульман по всей земле на одном слове, на свидетельстве ля иляха илля-Аллах, о Господь миров. О Аллах, исправь положение мусульман по всей земле. О Аллах, исправь положение в Афганистане, в Палестине, в Ираке, в Сомали, в Судане, о обладатель величия и великодушия. О Аллах, исправь их положение в Тунисе, в Египте. О Аллах, объедини их слово на человеке, который наиболее любим для Тебя и больше всех повинуется Тебе. О Аллах, поставь над ними лучших из них и удали от них худших из них, о обладатель величия и великодушия, о Господь миров. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима. И не спошли свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как не спаслал Ты благословение Ибрахиму и семейству Ибрахима. Воистину Ты хвалимый славный. Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек Он от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров.